пролетела и скрылась за горизонт. Босоногое детство, незабудкий цветок. Сколько зим запорошено, а воды истекло. С весной памяти оттепель помню все, что прошло. Как мы долго искали грозовую стрелу, что разрушило здание на горе поутру. Говорили, что счастье та стрела принесет. Мы озоном дышали, пили воздуха мед. Помню дни испытаний, нелегко для страны. Эту тяжесть познали, и мы дети войны. Быстро вдруг повзрослели, четко знали, кто враг. Как же мы презирали тот фашистский зигзаг. Колоски собирали, как колола стерня. Мы лишь волка боялись, как и вся детвора. Мы в разведку играли по понятиям своим. Было не доедали, претерпеть все смогли. Не хочу в свое детство возвращаться я вновь. Снова видит в упряжке измощенных коров. Не хочу слышать взрывов, причитания вдов. А хочу жить я в мире справедливом притом. Не хочу слышать взрывов, причитания вдов. А хочу жить я в мире справедливом притом. Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа. Дети, побежали все домой! Наше дело правое, там будет расти, победа будет за нами! Это история о детях военной поры, о маленьких жителях Силтинского района. Им было гораздо хуже, чем взрослым. Часто они из-за своего маленького возраста не понимали, что происходит вокруг. Почему постоянно плачет мама? И почему рядом больше нет папы? И почему постоянно хочется есть? Много детского почему, на которое невозможно дать ответ. Детям наравне со взрослыми пришлось пережить холод, голод, гибель родных. Но они держались и держались до конца, пройдя через весь этот ужас. Прошел уже целый год, а как будто вчера. У нас в доме было единственное в деревне радио. По нему и услышали о войне. Папа мой, он сразу собрал котомку
И пошел в военкомат. Я за ним побежал. На фронт его забрали в числе первых. И больше мы его не видели. А мама узнала, что их расположили по царапулам. Собрала мешок, взяла запасные лапти и пешком пошла его повидать. Только когда нашла отца, он ее нарубал. Зачем нас одних оставила? А у нас в деревне мужчин на фронт под гармошку провожали. Думали, война быстро закончится. Пели, плясали. А потом первый похорон стали приходить. И плач на всю деревню. Братьев моих старших тоже на фронт забрали. Каждый день одних весточек ждем. Нет. А ты чего постоянно молчишь? Мы про тебя ничего не знаем. Говори, говори, говори! Оставь его! Он молчит с тех пор, как началась война. Сережка родился почти в самом начале войны. Это братик, мой младший. Он так крепко сжимает мою руку. Такой забавный. Семья у нас большая, братья, сестры. А сейчас где все? Кто где? Я вот на детской площадке работаю. С маленькими нянчусь. Они такие хорошенькие. Только жалко их очень. Их кормить-то нечем. Что вам смогут принести? Да и кушаю. Я в школу ходила только до 2 класса. Мама болела сильно, работать не могла. Надо было помогать по хозяйству. Я хорошо помню, как до войны мы возили маму на санках в больницу, в Селты. Но ничего, справлялись. А тут война. Папу забрали сразу, остались мы одни. Руки сперва опустились. Но думать так плохом некогда. Работать надо. Кушать же очень хочется. Ну кому нужна эта война? Кому? А моя мама не дожила до войны. Меня и сестренку папа с мачехой оставил. Злая она и строгая. Сестра моя Маня очень уж упертая. За это их часто попадает. А я вот как-то поспокойнее. Поэтому меня она не бьет. Папа, наверное, как лучше хотел. Сказал, я вернусь скоро, вернусь. Война закончится, вернусь скоро, вернусь. Ну когда же скоро? Когда вернется? А мне, вы знаете, мне было всего лишь 7 лет. У меня все было. И мама, и папа, и сестренки любимая. А сейчас? Зачем эта война? Кто ее придумал? Я мечтаю. Да нет. Я верю. Нет. Я точно знаю, когда я вырасту, я куплю всем детям много еды, разной и вкусной. А у меня другая история. Видите, я в толпе постоянно. А знаете почему? Нет. А все потому, что я рыжая. Все обзывают меня: ежик рыжий, ежик рыжий. А мне обидно. Да вы просто не понимаете, как мне обидно. А сейчас мы все равны. Хоть черные, хоть белые, хоть рыжие. А вы помните песню? Риорита, риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41 год. На площадке танцевальной 41 год. Городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41. Осенью 42 года меня, число 12 девушек, отправили в училище, в Ижевск, учиться на
Бригадир ходил вместе со мной и подбадривал. Теперь я уже привыкла. И прошу сама. А быки не лягут, не идут. Мы в уши им кричим, хвосты крутим, а им хоть бы что. За хорошую работу нам платки красные выдают. Поэтому мы стараемся быть на передовой. Осенью мы носим мешки зерном на склад. Мешки тяжелые, а мы-то маленькие еще совсем девчушки. Сил-то нет. Идем под гору, мешок падает, катится, а мы впереди него. Вы представляете, поднимаемся, слезы текут. Но делать-то нам нечего. Мы снова сваливаем мешок на себя и несем его. Стараемся, чтобы не попасть на доску позора. Один раз я все-таки туда попала. Один маленький колосок не заметила, на поле оставила. В 5 классе нужно было сдавать экзамен, чтобы перевели в 6. Думала и решила, что не пойду. Уж очень хочется кушать. Лучше буду здесь работать, чтобы на хлеб заработать. Наша любимая река Перемесь, куда сетинская ребятня когда-то тайком от родителей бегала купаться. А сейчас мы лес по этой реке сплавляем. Ледяная вода по колено, скользкие бревна, любая неосторожность может кончиться трагедией. На лесосплавах постоянно возникали заторы, а нам их разгребать надо. Бывает, конечно. Начерпаешь полные сапоги холодной воды. Но работу никто не отменял. Страшно. Мы плавать-то не умеем, а нам нужно с бревна на бревно перепрыгивать. Одно неловкое движение, и под воду уйти можно. Можно. Я как-то упал под воду. Думали, все. Но каким-то чудом проскользнула между бревнами. Выплыла. Живем мы в бараках. За ночь одежда и лапти не просыхают. Некоторые не выдерживают. Домой бегут. Да только без толку все это. Их ловят и обратно возвращают. Будет нас рано. Как только весеннее солнце взойдет, уже отправляемся на работу. Какую песню спеть тебе, родная? Спи, ночь в июле только 6 часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая, я словно колыбель качать готов. Я словно колыбель качать готов. Спи, ночь в июле только 6 часов. Спите, милые, спите. Отдохните хоть часик. Тяжко в деревне. А у меня работа, учеба, иду своим чередом. Больше всего я по Сережке, братику своему скучаю. Если бы я только могла, я бы весь хлеб, который нам на завод идут, ему бы отдавала. Милая, тебе спокойно спится, а я пока долину осмотрю. Скажу, что вовремя запели птицы, задую звезды и зажгу зарю. Задую звезды и зажгу зарю. Спи, ночь в июле только 6 часов. Ой, Нинка из города приехала! Да, меня домой отпустили ненадолго. Долго мы ехали на поезде, а потом уж пешком до Сенцов. И меня трижды поощряли. Я была на театральных постановках, силтах. Ой, а я в одном спектакле солдатика играла. Да только ты меня не узнала. Да меня вообще никто не узнает. Все спрашивают, а кто солдатика-то играл? А деревенские отвечают, так Нюрка наша, вот. Как здорово, Нюрка. Ты настоящая артистка. Я очень спектакли люблю. Но только ходи бы ты желтом. 12 километров туда и столько же обратно. А меня в ансамбль взяли при заводе. Мы перед ранеными бойцами выступаем в госпиталях, песни поем под баян. А мне музыканты не нужны. Музыка у меня в сердце. Раньше я, конечно, чаще пела. И сейчас, Катя, маму на мать
Никак нельзя. Правильно, Юрка, надо громко петь, всем врагам назло. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ой, посмотрите, какой красивый пёчка. Если бы я могла писать, и у меня были бы чернила, я бы обязательно написала письмо. Дорогой папа, бей врага спокойно, у нас с сестренками все есть. Одеваемся мы тепло, кушаем вкусно. Милый папочка, за нас не переживай, у нас все хорошо. Мама уже не болеет, а сегодня на завтрак она испекла мои любимые табани с маслом. Папа, я знаю, ты жив. Тебя обязательно найду. Я не знаю, где ты, но я точно знаю, что мое письмо дойдет. Живем мы хорошо. Мама нас хлебушком теплым кормит, как ты и наказывал. Мы в школу ходим, у нас есть и книжки, и тетрадки. Я их берегу. А спим мы на накрахмаленных простынках. А когда я засыпаю, я думаю о тебе, любимый папа. Мои дорогие братья, Осип, Сережка, люблю вас очень. Берегите себя, и мы обязательно увидимся. Папа, живем мы очень дружно, а нас волноваться не надо. И еда у нас есть, и крыша над головой, а главное, жизнь у нас есть. Какие классные обноски и штаны, сшитые из мешка. Вот сейчас на танцы беги. Булочки, масло, табани. Да откуда? Откуда вы это все взяли? Мы крапиву едим, лебеду, а из сладкого печеньки короедов. А вы что хотите? Чтобы мы всю правду написали? Что нам холодно и есть хочется? Что каждый день нас остается все меньше и меньше? Раз и нет человека. Мы то пишем, чтобы спокойнее было. А знаете, я даже на минуту поверила, что табани, масло, булочки горячие. Ничего не смог написать. Да и кто нам поверит? А ты не злись. Пусть и не думают, что у нас все хорошо. Да, надо поддержать их там на фронте. А кто тебе вообще сказал, что не на фронте, а? А где? Где?
если кто и остался... Зачем ты так? Зачем ты это говоришь? Я все равно напишу ему письмо. Так, мол, и так, отец. Живем хорошо. Замечательно живем. Слабых в обиду не даем. Весточки от нас ждем. К вам хотим на фронт. Правильно, Юрка, я бы тоже написал, если бы у меня дядька был. Катя, скажи, а чего ты больше всего боишься, волков или немцев? Я больше всего боюсь карточки хлебные потерять. Тогда нам точно капут. Без хлеба мы, Настя, месяц не продержимся. Не продержимся. Я вот все время есть хочу. Колька сказал, что у него мамка студень из столярного клея варит. Жаль, что у нас этого клея нет. Ты кипяточку попей, меньше иди думать будешь. Катя, смотри, что я нарисовала угольком. Ничего не пойму. Что за черные каракули, а посередине белый кругляш? Черная – это война, а белая – это бункер. Я просто ни о чем думать не могу. Все время есть хочу. Катя, скажи, а у тебя есть что-нибудь поесть? Случайно, случайно. Случайно есть. Вот, это я тебе подарок от зайчика принесла. Какой зайчик? Опять свою еду отдаешь? Так я уже поела, Настя. Ешь, это тебе. Тогда пополам и не спорь, а то есть не буду. Лето хорошо, нас вперед спасает. Мы как жвачное животное, все подряд едим. Траву, крапиву, ягоды разные. Стираем с деревьев, даже молодую кору. Зимой становится очень тяжело. Постоянно хочется кушать. Еды в деревне почти нет. Все отправляем на фронт. А мачеха наскребет муки, да испечет хлеб где-то тайком у своих родственников и спрячь все в сундуке под замком. Однажды мы с сестрой отыскали ключ от этого сундука. Открыли, так обрадовались, что хлеб нашли. Отломили по кусочку и съели. Бабушка очень переживала за нас. Убедила, чтобы больше так не делали. Братик мой младший, недавно утром я уходил, он вроде радостный был, а вечером прихожу, умер. Болела сильно, а кормить-то нечем. Но мама все равно приглашает домой нищих. Она их жалеет, кормит. Пока они греются, она поставит чугунок картошки, а после разделит нам одинаково. Они отогреются, поблагодарят и дальше. Хорошая у тебя мама. Я вот тоже в зимние месяцы хожу, собираюсь по деревням до селам. Иначе не выжить. Всякое бывает. К некоторым хозяевам зайдешь, у них коровай хлеба стоит. Они говорят, нет у них ничего. Не осуждаю, всем тяжело. А мы с деревенскими смотрим, Настя идет, песни поет. Значит, что-то насобирала. Никакие волки не страшны. Да и правильно, чего их бояться-то, когда кушать хочется? В нашей семье от голода умерли две моих сестренки. Одной было 6 месяцев, а другой было 7 лет. Сейчас думаю, жалею. Почему сестру-то не брала? Не умерла бы она тогда. Зимой нас отправляют на лесозаготовки. Живем прямо в лесу, в дощатых бараках. Пилим, очищаем от сучьев и перетаскиваем тяжелые бревна в лаптях и по пояс в снегу. За ночь одежда и обувь не успевают просто. Поэтому работаю в стройодежде. Я вот все удивляюсь. Откуда силы-то берутся? Но никто не жалуется. Все работаем. А вы помните, мы раньше зимой с горки на санках катались?
весело было. Было. Какое странное слово. От него веет пустотой. родителям, братьям, сестрам. Где они теперь? Где, я спрашиваю? Я не хочу есть. Я не хочу спать. Я хочу вернуть свою семью. Хватит, хватит, что вы делаете? Какая разница, кто что хочет? Он заговорил впервые с начала войны.
сердце маленьком горе бездонное, сердце словно отчаянный гром неумолчный, гремит метроном неумолчный, гремит метроном. Дети войны напивались лягушки открытые, дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу кружит небо на белом снегу, небо на белом снегу. Дети огненным черным вороном налетела нежданная беда, разбросала нас во все стороны, с детством нас разлучив навсегда. Дети войны в городках деревенчатых, дети войны на воюкали русские женщины. Помни, я тысячи дней добрых чужих матерей, добрых чужих матерей. Застилала глаза ночь кромешная, потом пепел опять и опять. Но спасением и надеждою навсегда была Родина мать. Дети войны стали собственной памяти старшим мы, наши сыны, этой страшной войны не видавшие, будь счастливыми будут людьми, мир дому, да сбудется мир, мир дому, да сбудется мир. Будь счастливыми будут людьми, мир дому, да сбудется мир, мир дому, да сбудется мир. Дети войны, дети войны. Анна Сергеевна Морозова родилась в 1931 году в Юкаменском районе. Когда маленькой Ане было 2 годика, семья переехала в колхоз «Свободный труд» Селтинского района, который в дальнейшем был переименован в деревню Авангард. Ей было всего 10 лет, когда началась война, но до сих пор живы воспоминания о том страшном времени. Утром, это когда зерноуборка, надо сортировать, надо отправлять на Уву. Зерно у нас 5-6 часов утром поднимут, мы идем, как вот эти пьяные. Прием. Мало спали, да? Мало спали. Прием, начинаем работать, работаем. Перерыв, это там, как мухи. Быстрее на зерно, и все уснули. Опять кричат: подъем! Опять встаем, куда деваться, куда пойдешь. Но и после войны жилось тяжело. Как говорит Анна Сергеевна, даже хуже. Это войны еще, может, хуже, как при войне жили. Работы много, кушать нечего, денег нет. Всю свою жизнь проработала Анна Сергеевна в колхозе. После замужества переехала в деревню Умитьгурт, где живет и по сей день. С супругом они воспитали 5 детей. С гордостью и любовью Анна Сергеевна рассказывает о своих 13 внуках и 22 правнуках.
и очень переживают за наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Именно войны бы не было, только жили бы, дожили до вот. Видишь, сколько гибнет людей. Ой-ой-ой. Елизавета Трофимовна Карачева родилась в 1932 году в деревне Кейлу-Дзюнья Селтинского района. Трудно приходилось детям в военное время. За 500 грамм муки 4 часа утром встали и пошли, и до вечера на свет лампы шли домой, темно. Вот. Другой раз опять план выполнила, надо было жать, чтобы сзади ни одной колосинки не было на полу. Все чисто, чтобы было выжато. Они знали усталость, что это такое усталость. Все работали день и ночь. Пойдем дальше возле огорода. Там крапива, на крапиве на листочке красные, вот такие личинки длинные. Ой, крапивный огурец, говорит, нашла я, давай поедим, сестрой делимся и едим крапивный огурец. А там личинки, червяки, мы не думали мы это, крапивный огурец, и все, ели. Сахар, если был, вот такими комками было сахар, не раздробишь, твердые такие, так он висел на потолке, вот с кулак есть, так он на потолок туда на матницу закреплено, гвоздь там, и на гвоздь повешено, чтобы мы не достали. После бани чай сварят, и после бани чай пить дадут косарем. Отрубят вот такой кусочек, хоть 2 бокала пей, хоть 3 бокала пей, вот таким куском. Вот так только видели. После войны Елизавете предложили пройти курсы по подготовке трактористов. Девушка долго не раздумывала, тут же согласилась. Отправилась на курсы в Селты, а весной уже мужественно управляла трактором в деревне Новая Монья. Но однажды папа сказал: бросай эту мужскую работу, иначе в будущем весь мужской труд ляжет на твои плечи. Это и определило дальнейшую судьбу. Лиза, встретив будущего мужа и создав семью, обосновалась в поселке Ува и устроилась на лесозавод. С мужем они воспитали 5 детей, которые вместе с 13 внуками и 16 правнуками стали ей надежной опорой в жизни. Я все говорю, если сядут, маленький кусочек остается, не доели, бросили. Не надо, говорю, бросать хлеба, не надо бросать, хлеба ревет, плачет, его надо дорожить. Прошлое, говорю, чтобы, не дай Бог, такой жизни, что я прошла. Зинаида Федотовна Зайцева родилась в 1929 году в деревне Лудзижикья Селтинского района. Дети войны рано взрослели. Вот и Зинаида с малых лет работала в колхозе, на лесосплавах, наравне со взрослыми женщинами. Там же лесосплав, по Кельмезе эти плывут бревна. Вот они сплавляли баграми, и бригадир у них был мужик, а они все девочки вот такие. Короче, она провалилась между бревен, вместе с багром ушла. И вот бригадир говорит, ну он уже багром доставать пытает, колет там, чтобы достать тело у мамы. И женщины кричат, говорит, не коли, она сейчас сама выйдет. И точно вышла между бревен, проскочила, вот как-то вылезла, достали уже. С теплотой вспоминает Зинаида Федотовна такой случай, когда за хорошую работу дали ей премию – ткань для платья. Это было настоящим счастьем. Всю свою жизнь она проработала в колхозе, выполняя тяжелую работу. Вместе с мужем они воспитали 6 детей. Особой радостью для Зинаиды Федотовны стала песня. Долгое время она была участницей ансамбля «Джардон». Благодаря ей сохранено множество удмуртских обрядов. В декабре 2023 года Зинаида Федотовна ушла из жизни. 11 внуков и 14 правнуков помнят и чтят память
о своей героической бабушке. Траву кушали. Лебеду да чудо молотят было. Муки да не дают было, когда дают, так мешаем было траву, и то мешаем, так как-нибудь, чем-нибудь кушаем было. Картошку да сварим, да то опять дома. Что есть дома, все делали. Господи, сохраняй эту жизнь, не слухать, не видать никому. Нина Васильевна Ожегова родилась в 1928 году в деревне Русский Жайгил Селтинского района. Когда началась война, Нине пришлось оставить учебу в школе и стать воспитательницей на детской площадке. А осенью 1942 года она была направлена в ремесленное училище в город Ижевск. Работали мы по 6 часов. Научились работать сначала, страшно было. К сынку он так крутится, как шумит. Страшно, а мы что, еще такие ребятишки. Привыкли и научились работать. И стали самостоятельно работать на токарном. Я была токарем. И работали мы на 4 смены. По 4 смены. Первая смена с 8 утра до 2 дня. Следующую неделю мы с 2 дня до 8 вечера работаем. Третья смена была с 8 вечера до 2 ночи. Еще 4-я смена была с 2 ночи до 8 утра. Вот это самая тяжелая была смена. Ночью 1:30 будет, встаешь, хоть снег, хоть дождь, идешь на работу. Воспоминания об окончании войны до сих пор живы в памяти Нины Васильевны. Вот приходим, значит, аккурат 9 мая, наша первая смена была. Приходим, в цехе тишина, а рабочие-то перешептываются между собой. Наверное, война кончилась. Ага. И вот, значит, стоим, и вдруг наш идет, начальник цеха идет, и нас весь цех повел на митинг, заводской митинг устроили. Устроили заводской митинг. И вот на заводском митинге объявили, что кончилась война. Вот. И всех распустили домой тогда, по домам. А в город 9 мая, день хороший был, солнечный. Вот, конечно, и слезы были, и радость, и слезы, все тут было вместе, конечно. Ветеран труда Нина Васильевна до самой пенсии проработала бухгалтером. А когда она пела в Селтинском хоре ветеранов, то часто вспоминала концерты военной поры. Вместе с мужем они воспитали 4 детей. Прекрасная женщина, улыбчивая, открытая и жизнерадостная, Нина Васильевна с теплом и добротой отзывается о современных детях и молодежи. Нынешней молодежи только и учиться, и работать. Вот. Сейчас их хорошо воспитывают, чтобы они были послушные, чтобы учились хорошо, работали хорошо. Вот этого желаю я детям. Я всех очень уважаю, ребятишек, вот. Очень я уважаю так молодежь. Анастасия Сергеевна Розова родилась в 1934 году в деревне Юмга-Амгинский выселок Селтинского района. Ни голодные военные, ни трудные послевоенные годы не сломили жизнерадостный характер Анастасии, а было от чего надломиться. Росли голодом. Лет не было, вот поесть бы. Вот картошку на суп чистим, ага. Эту чищенную сушим было и обратно едим. Эту скотнуту сушиться и обратно едим было. Очистку. Суррогатная мука была из клевера. Ой. Окончание войны было радостным, но еще долгое время люди не могли отойти от нищеты. Всю жизнь до пенсии
Анастасия Сергеевна работала дояркой. Все вручную делали, и корм заготавливали, и воду носили коровам. Но все равно радость жизни была сильнее. На работу с песнями, с работы с песнями. Анастасия Сергеевна говорит, что сейчас она очень счастливая, а счастье ей дарит большая и дружная семья, 3 детей, 6 внуков и 14 правнуков. Вот такая моя жизнь была. Вот теперь хорошо живет-то. Сейчас хорошо живете, да? Хорошо живет. Счастливая? Очень даже. Очень даже счастливая. А что пожелать? Здоровья и нам. Лишь бы не бездельничали, лишь бы войны не было, лишь бы жили мирно, чтобы они хорошо жили, чтобы мою жизнь они не видели. Такую голодовку. Екатерина Ивановна Черепанова родилась в 1929 году в деревне Лудзы-Жикья Селтинского района. Много страданий выпало на ее долю, но такие качества, как доброта, простота и жизненный оптимизм помогли юной Кате выжить в тяжелое военное время. Вместе с мамой и братьями она по ночам строила дом, так как старый развалился. До сих пор тот дом стоит в деревне Лудзы-Жикья. Фронту нужен был лес. На заготовку отправляли женщин до подростков. Вот и Катя оказалась в их числе. И где только силы брались у детей, чтобы ворочать вековые ели до сосны. Чуть перестаем, так, опять не работайте. Уходят было, проверяют. Строго было? Есть-то ничего было. А что кушали? Больше крапивы ели. Где-то найдешь картошка, где-то упала. Мы подбираем цурю, да, картошку я ела уже. Одеть нечего было, одевать нет. Я штаны нашла по дороге. Это мешок нашла. Это из мешка штаны шила себе ночью. Так вспоминает завершение войны Екатерина Ивановна. Вот нам килограмм хлеба давали, война закончилась, на те ешьте. Обрадовались? Вот. До сюда наелись тогда. Со своим мужем Иваном они познакомились, работая на лесосплаве, а большая часть трудовой биографии связана с совхозом Селтинский. А сколько радости у Екатерины Ивановны, когда вся семья собирается в ее гостеприимном доме. Ее безграничной любви хватает всем – 4 детям, 10 внукам и 23 правнукам. Мы ведь по-удмуртски не говорим, а у нас внуки, наши дети и внуки не бабушка, а неночка зовут. Это неночка наша. Юрий Михайлович Ардашев родился в 1932 году в деревне Удмуртский Жайгил Селтинского района. Его большую и трудолюбивую семью признали богатой и выселили из дома, но нашлась добрая женщина, которая приютила их у себя. К началу войны они построили свой небольшой дом, из которого отец ушел на фронт. Мы 5 остались. Ну что, голод был, холод. Есть и нечего было. Давали по карточкам по 200 грамм хлеба на человека. Я шустрый был, маленький, прибежал в магазин, а магазин был там в Удмуртском Жагиле, Полянина, короче, по улице. Продавцу говорю, хлеба надо. Нет там хлеба, вы кулаки. И на та пішла похоронная. Вот. Что, я прибежал домой, лягу. Мама говорит, Юра, ты что ревешь? Мам, она мне сказала, мы кулаки, хлеба вам нет. И ваш отец пропал без вести. Значит, он порезал вроде, ну что,
Тяжело вспоминать военные годы. Много людям пришлось пережить. Но Юрий Михайлович говорит, не мы одни такие были, но всегда старались честно и на совесть жить и работать. А работали день и ночь, руками шарили, руками теребили. Все ручная была работа. Днем, значит, работаем на поле, так ждем, а ночью скирдовали, скирды складывали, все это, снопы вязали, на носилках носили в одно место, на палке фонарь висел, и поэтому ориентировались, носили вот так. Даже спустя много лет, вспоминая день окончания войны, у Юрия Михайловича на глазах появляются слезы. Пришли туда, откуда отправляли солдат в среднюю школу с площади, и оттуда все с песнями и с флагами пришли в центр. Ну там, значит, митинг был, все. А у нас папа не пришел в похороне. Плачем. Все радуются, мы плачем. Без мамы, да. Вот как. Тяжело досталось. Ну как вот Бог какой-то дал жизни, и вот и выжил, вот и живу. Бога не гневаю. Весь трудовой стаж Юрия Михайловича связан с работой водителя. Вместе с супругой они воспитали 3 замечательных сыновей, которые подарили им 15 внуков и 18 правнуков. Дети войны, как было сказано, да, мы пережили историю каждого из вас со слезами на глазах, и сейчас еще плачем. Каждый раз, вот, пережив историю, вот, ну, на самом деле удивляешься вот, стойкости нашей. Вот как мы сумели 1418 дней и ночей наши отцы, деды, братья ковали победу там на фронтах, а мы здесь, наверное, даже тяжелее было, да, в тылу, на полях, за станками, приближали эту долгожданную нашу победу. Вот вам низкий поклон. Давайте еще раз поаплодируем. Большое вам спасибо. Ну и перехожу уже непосредственно к документальному спектаклю. Браво! Огромное спасибо нашим артистам. Наталья Васильевна, вам огромное спасибо. Мы вас очень любим, ценим. И вот, ну, гордимся, что вы наши, и что у вас все благополучно вот, получается. Дай Бог вам тоже здоровья, успехов и побед. Это колоссальный труд. Низкий вам поклон. Спасибо большое за то внимание, которое сегодня у нас сохраняется для такой уже немногочисленной группы наших ветеранов. А это ребята, коллектив, попьют чай, расслабятся. Всем спасибо.